Родился я в селе Чурапча, Чурапчинского района, в 1983 году. Там же вырос, школу закончил, потом уже переехал в Якутск. Поступил в Якутский государственный университет, биологический факультет. Как любой нормальный мальчик, я с детства любил стрелять воздушной винтовкой. И так потихонечку начал изучать теорию, аспекты стрельбы. И это для меня было очень увлекательным, потому что это, оказывается, целая наука. Там не только винтовка, но и патрон, пуля решает, ну и сам стрелок. Первый выстрел из ружья у меня было в детстве вместе с отцом из ружья 32-го калибра. Как раз таки вот перед первым выстрелом мы с отцом готовили патроны, заряжали сами. И этим заряженным патронами вот отец учил меня стрелять. Я в основном занимаюсь двумя видами снайпинга. Это стрельба из неустойчивых положений и боевой снайпинг. Стрельба из неустойчивых положений – это вот новая дисциплина, в котором вся стрельба ведется из неустойчивых положений. То есть стоя, сидя, с применением треног, ну и других ухищрений. А боевой снайпинг – это уже приближен к боевым действиям, и там своя специфика, своеобразная. Впервые я начал участвовать в соревнованиях в 2012 году, зимой, в ноябре месяце, там, знаменитый наш турнир Чубуку, там я участвовал. Я даже вот не представлял, как это будет, что будет, и никакого волнения даже не было. И там занял 2-е место. Но потом все это меня затянуло. Я участвовал во многих российских соревнованиях и занимал много раз 2-е, 3-е места и несколько раз 1-е место. К началу соревнований я начинаю готовиться минимум за пару месяцев. Это настройка винтовки, настройка боеприпаса. Это регулярный контроль над винтовкой, с патроном. Это повторяемость должна быть, идеальная микронная точность всего комплекса, включая винтовку, прицел и боеприпас. Помимо вот стрелковых тренировок, физически готовлюсь. Это вот спорт, хожу на бокс регулярно и на кроссфит. Я в основном тренируюсь на 2 полигонах, стрельбище УФСИ и вот на полигоне Сулус. Во время тренировок я обычно около 100 патронов стреляю. В некоторых соревнованиях по неустойчивой стрельбе в среднем около 180 патронов стреляю. А в больших калибрах, вот Магнум, турнирах Лобкова, там уже поменьше, там уже калибры побольше, отдача побольше, то есть здоровье не позволяет столько стрелять. Полный комплект оборудования снайпера – это достаточно обширный список оборудования. Это винтовка, прицел, метеостанции, дальномеры, баллистический калькулятор, оборудование для релоудинга патронов. Это вот всякие измерительные приборы, порох, капсуль, гильза, сама пуля, высокоточные лабораторные весы и много-много другого. Помимо винтовки, прицела и патрона, необходимым техническим средством является метеостанция. Тут нужен постоянный контроль над ветром и метеоусловиями. То есть у меня всегда с собой есть метеостанция. Полигон Сулус, который построен у нас в Якутске, это уникальный объект, лучший полигон не только в республике, но и во всей России и вообще мировой практике. Построен при поддержке Юрия Петровича Трутнева и Асены Сергеевича Николаева. Быстро это было возведено, очень современные условия, симулируют разные виды стрельбы. Я начал готовиться к соревнованиям, посвященным памяти героя Советского Союза Федора Матвеевича Хлопкова за 4 месяца до начала. Так как у нас в это время была лютая зима, я в большей степени с винтовкой холостил, нарабатывал спуск, настраивал и проверял оружие и готовил боеприпасы. И за месяц начал уже сами стрелковые тренировки. То есть изучал поведение винтовки и боеприпасов в экстремально низких температурах. Уникальность этих соревнований была в том, что это были очень большие дистанции. Одни из первых, можно сказать, в России на такие дистанции официальные соревнования. И с таким количеством участников квалифицированных. В основном соревнования проводятся на куда меньших дистанциях.
А эти уже сверхдальние дистанции, сверхдальняя стрельба и совсем, можно сказать, другой вид стрельбы. Эти соревнования прошли в очень экстремальных условиях. Была температура где-то порядка минус 34, в момент моей стрельбы, и при очень сильном ветре, февральском нашем ветре. Приехали очень квалифицированные лучшие стрелки страны, сотрудники спецслужб, действующие военные и гражданские стрелки, инструктора. Конкуренция была очень высокая и очень даже стрессовая обстановка была. Но, тем не менее, удалось победить. На данный момент самым наивысшим результатом в моих соревнованиях является победа в турнире памяти Федора Михайловича Хлопкова, где я поразил рекордную дистанцию. Я бы посоветовал начинающим стрелкам стрелять больше, нарабатывать практику, опыт, участвовать в любых соревнованиях, так как в соревнованиях идет активный обмен опытом, изучение других дисциплин, изучение самого себя в стрессовых ситуациях.